Или по факту нервы и Здравствуйте. 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 Где вы общаетесь? Совсем не знаю. Она очень такая принципиальная Вы же садитесь. Видите, слушайте, тебе не мешаешь? Нет, как вы будете бежать.
Давайте камеру сюда. Burlundona Jurties, Buktana Пореньюз, Локтемьюз. Добрый день, уважаемые коллеги, приглашенные и участники круглого стола. Сегодня у нас прошу прощения, участники, члены Республиканского методического объединения педагогов, реализующих этнокультурное содержание в дошкольном образовании. Сегодня у нас идет онлайн-подключение к нашему круглому столу. Я хочу сказать о том, что в зале сегодня у нас присутствует 29 человек вместе с президиумом, скажем так, со спикерами, с ведущими. Но онлайн-подключение это около 80 человек. И я хочу сказать, что очень радует география участников нашего круглого стола. В зале у нас есть представители Сыктывдинского, Усть-Куломского района, города Сыктывкара. А онлайн-подключение у нас представлено Прилузским, Усть-Куломским, Усть-Вымским, Сыктывдинским, Костровским районами и городами Воркута, Печора, Сыктывкар, Ухта, Устинск и Сосногорск. Так что в общей сложности мы можем сказать, что сегодня в нашем круглом столе участвуют где-то 110 человек. И, конечно же, я думаю, что внимание к теме нашего круглого стола очень актуально. И сегодня, конечно, хотелось бы решить такие жизненно важные вопросы в целях развития современного ребенка и, конечно же, для развития и сохранения нашего родного коми-языка. Коми-языка как одного из государственных языков Республики Коми. Я хочу представить вам наших спикеров, ведущих, приглашенных, кто сегодня у нас присутствует. Я думаю, что, конечно же, выскажет свое мнение по сегодняшнему
по сегодняшней нашей проблеме. Но я призываю и всех участников, которые у нас сидят в зале, тоже активно подключаться к обсуждению всех вопросов. Итак, сегодня у нас среди приглашенных это специалисты Министерства образования Республики Коми, науки и молодежной политики Юлия Анатольевна Савина, заместитель начальника управления общего образования, главный специалист, эксперт отдела общего образования Гатина Светлана Кузьминична, Морошкина Людмила Витальевна, начальник управления по надзору и контролю в сфере образования, главный специалист управления образования Сыктывдинского района Чугаева Валентина Николаевна, прошу прощения, директор детского сада номер 83 общеразвивающего вида города Сыктывкара, и этот же детский сад является республиканской опорно-методической площадкой по обучению коми-языку, руководитель Эжвинского представительства общественного движения Коми-Войтер Вахнина Галина Николаевна, Растыхаев Алексей Николаевич, старший научный сотрудник сектора фольклора Института языка, литературы и истории Коми-научного центра, Уральская академия наук, кандидат филологических наук, руководитель Сыктывкарского представительства общественного движения Коми-Войтер. Для открытия нашего круглого стола я хочу передать слово ректору нашего института, кандидату филологических наук Галине Владимировне Китайгородской. Спасибо, Зоя Васильевна. Бурмундуна Юртьес, уважаемое профессиональное сообщество, муниципальное образование нашей республики. Мы очень рады, что сегодня в нашем институте проходит республиканский круглый стол «Проблемы и перспективы двуязычного образования в дошкольных образовательных организациях». Я сразу хочу вам напомнить, что данный круглый стол мы проводим на основании решения Координационного совета по вопросам национальной политики Республики Коми. Поэтому нам очень важно, чтобы решения данного круглого стола были именно коллегиальными, они станут публичными для дальнейшей работы Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерства национальной политики нашей республики. Поэтому, уважаемые коллеги, мы всех приглашаем принять участие именно в дискуссии, потому что круглый стол предполагает все-таки не информационные материалы, которые сегодня вам будут представлены как основу для дальнейшего действия, а все-таки именно попытку решить какие-то вопросы, актуальные для нашей системы образования. Но приветствуя вас, я бы хотела вам напомнить, что сегодня в современном мире, в международном пространстве насчитывается 7000 родных языков. Россия, конечно, многонациональная страна, в которой проживает более 190 народов с различной плотностью расселения. И в этой связи именно российская система образования ориентирована на многомерное национально-культурное пространство. И очень значимо, что 2019 год – это год языков, родных языков коренных народов. И я очень рада, что именно в рамках решения Координационного совета, который сегодня на уровне Республики Коми действует, принят план по поддержке всех инициатив, которые приняты сегодня на уровне Российской Федерации. Именно в этом плане рассматриваются все вопросы, которые направлены на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и развития. Именно этой теме сегодня посвящен наш круглый стол. Но важно, конечно, внимание обратить, что мы начинаем процесс сегодня изучения родного языка уже с уровня дошкольного образования. И сегодня именно актуальным становится проблема, наверное, именно пока проблема обновления содержания образования на уровне дошкольных образовательных организаций
и разработкой новых подходов, более эффективных методик и технологий обучения коми-языку с учетом особенностей этнолингвистической ситуации в каждом муниципальном образовании Республики Коми. Мы считаем, и именно наш опыт был представлен на международной конференции в рамках Международного года родных языков, что в нашей республике уже создана благоприятная нормативно-правовая база для развития коми-языка. Сегодня мы уже понимаем, что в республике взят курс на двуязычие, на двуязычное развитие наших детей, и очень важно, начиная именно с дошкольного возраста. Однако на различных конференциях, которые уже стартовали вот с марта этого года, они проходили на уровне и Российской академии образования, и на уровне Министерства просвещения Российской Федерации, многие регионы как раз заявляют о том, что сегодня недостаточная мотивация сохраняется именно у родительского сообщества. И нам хотелось бы именно этот вопрос обсудить, вопрос, связанный с родительским просвещением. Я хочу внимание обратить, что опыт Республики Коми принимается как один из лучших опытов двуязычия именно в рамках создания благоприятной среды для изучения родного языка. И сегодня, конечно, мы бы хотели с вами обсудить вопросы, связанные с новыми методиками изучения как родного коми-языка, как и коми-языка как государственного, и поднять вопросы, именно связанные с погружением, с включением, с паритетным билингвизмом. И вот вся эта терминология, такой понятийный ряд, я думаю, что он будет основанием для принятия уже важных решений на уровне нашего профессионального сообщества. Поэтому мы надеемся, что те решения, которые сегодня будут нами рассмотрены, они в дальнейшем будут направлены не только в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерство национальной политики, но и на уровне Российской Федерации, потому что от нас ждут предложений для формирования обновленной концепции изучения родных языков. Уважаемые коллеги, мы желаем вам успешной плодотворной работы. Это действительно работа, потому что круглый стол, он нацелен, чтобы сформировать свою профессиональную позицию. И поэтому я очень надеюсь, что он будет успешным. Спасибо. Зоя Васильевна, передаю вам слово. Спасибо большое, Галина Владимировна. Уважаемые коллеги, я прошу прощения, я и не представила, что на нашем круглом столе присутствует Костнарева Елена Григорьевна. Она главный специалист, специалист отдела государственных языков Министерства национальной политики Республики Коми. И, конечно, это очень важно, что Министерство национальной политики, Министерство образования Республики Коми, мы как бы рука об руку идем в решение вот этой очень насущной проблемы. Еще я хочу сказать о том, что присутствует на сегодняшнем круглом столе еще и у нас Сысольский район, Валентина Николаевна. Вот. Уважаемые коллеги, действительно, эта проблема очень насущная. Просто так бы мы не собирали этот круглый стол и не поднимали бы этот вопрос. Галина Владимировна затронула проблему о том, что сейчас в России, конечно же, делается достаточно много для сохранения родного языка. Но вы знаете, что вышло постановление о том, что, конечно, все условия будут созданы, но только если язык будет изучаться добровольно. И поэтому очень важным для нас сейчас и является формирование вот такого достаточно крепкого национального самосознания и национальной самоидентичности граждан нашей республики, особенно тех, и в первую очередь, наверное, тех, которые корнями в коми-народе, скажем так, имеют коми-национальные корни. Вот. И вот я хочу сказать о том, что на сегодняшний день у нас в России 37 государственных языков. 81 язык изучается как предмет.
и на 24 языках, национальных языках идет обучение всех предметов, ну, понятно, до какого-то класса преподавание идет на 24 языках. В общем-то, Республика Коми, конечно, не может похвастаться тем, что у нас есть Коми национальные школы. Но на сегодняшний день у нас, слава богу, есть Коми национальные детские сады. Но мы какую проблему сегодня видим? Так. Вот посмотрите, в течение 3 лет у нас идет, вернее, с прошлого года у нас сократилось количество детских садов, которые вели работу на коми языке, да очень существенно. Буквально на 500 детей у нас сократилось количество детей. И количество детских садов, соответственно, также сократилось почти на 40 количественно. В общем-то, и те детские сады, и в тех детских садах, где идет обучение коми языку как государственному, они тоже сократились. И количество детей тоже сократилось. Конечно, некоторые могут сказать о том, что у нас вообще сократилась рождаемость детей. Но нами при подготовке к круглому столу специально был проведен такой вот мониторинг по поводу тех детских садов, которые переходили на коми язык государственный, и, в общем-то, эта картина достаточно реальная. Если вот такая ситуация у нас будет продолжаться, то не нужно быть математиками, что мы в очень быстром времени совершенно не будем иметь коми-язычных детей. И эта картина, конечно, устрашающая. Вот поэтому вот наша проблема достаточно актуальна, и я думаю, что действительно основной проблемой, которую мы должны обсуждать, это вот действительно формирование национальной идентичности, национального самосознания. Вот далеко за примером не надо ходить. Вот сейчас у нас проходит конкурс «Воспитатель года». И что вы думаете, в течение 3 дней совершенно... Ну, может, чуть-чуть. Вот вчера был на мастер-классе показан коми-танец в коми-национальных костюмах. Но даже те участники, которые представляли наши сельские районы, они даже никаким словом не упоминали, что они владеют коми-языком, что мы живем в республике коми. То есть этнокультурная составляющая, она никаким образом не была представлена в конкурсных испытаниях. То есть мы как бы становимся такими же похожими, как Москва и другие области, где государственным языком является русский язык. Но у нас же 2 государственных языка. И я не в упрек говорю, это просто у нас так сформировано сознание. Сознание сформировано так, что мы даже об этом не задумываемся. То есть они, если бы им бы подсказали раньше, то они бы подумали об этом, но ведь им не подсказали, они сами не задумались, и вот почему-то вот такая картина получается. Как будто мы сами стыдимся своего языка, хотя на самом деле это для нас самая яркая фишка. Этим мы отличаемся, этим мы богаче, что мы двуязычные. И, в общем-то, я думаю, надо обязательно проводить работу с родителями и формировать действительно у них правильное отношение к тому, чтобы они всемерно сохраняли свой язык, если они этим языком владеют. Если они им уже не владеют, то чтобы они обращались к бабушкам, дедушкам, чтобы внуков-то все-таки они воспитывали вот такой вот коми-языковой среде. Я думаю, вот такой посыл нашего круглого стола, и как вот этого добиться. Ну а затем, конечно же, обязательно, чтобы сельские детские сады, ну и городские, конечно, где создана такая языковая среда, и мы вышли на достаточно качественный результат формирования коми-языка, тоже, конечно, надо обсуждать. Конечно, самым важным является это коми-язык в сельской местности, потому что именно там у нас как бы наши коми-народы проживают. И если мы уйдем от этого, то чем мы будем отличаться от какого-то региона российского? Почему представители из Москвы, приезжая в Сыктывкар,
И когда мы их провожаем, там, пока хотим показать какие-то детские сады, они сразу же говорят о том, что они хотели бы посмотреть, что Коми национальное, что-то интересное, что-то необычное. Они не идут вот в эти вот наши грандиозные центры развития детей. Это им не интересно, они это увидят везде. В Москве везде это одно и то же. Они хотят увидеть изюминку, а мы эту изюминку сами вот так вот раз, нам это не нужно, пнули и пошли. Зоя Васильевна, я думаю, так, Да, очень эмоционально. Юлия Анатольевна, я хочу предоставить вам слово, и чтобы вы высказали свою позицию. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Мы со многими из вас уже знакомы, да, много уже времени работаем по данному направлению. На сегодняшний день на уровне Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, конечно же, осуществляется целый комплекс мер по тому, чтобы у нас была поддержка на уровне дошкольного, школьного образования в области изучения коми языка, этнокультурного образования в целом. Раз это круглый стол, то здесь большими такими цифрами я апеллировать не буду, да, а вот скажу вам для сравнения. Вот то, что Зоя Васильевна побудила нас к диалогу сразу же, да, в своем выступлении. На сегодняшний день, на самом деле, по детям, которые изучают коми язык как родной, в соотношении дошкольники и школьники ситуация не такая патовая, потому что факты вещи прямые, Зоя Васильевна. Так вот, на сегодняшний день количество детей, которые изучают коми язык как родной в школах, составляет 3,75-3,8%. Количество детей, которые изучают коми язык как родной в детских садах, составляет 3,4%. То есть мы видим расхождение в десятых. Я хочу сказать, коллеги, все, что дело касается государственной национальной политики, если мы будем смотреть только на одни цифры, мы никогда не получим объективную ситуацию. И коллеги из Министерства национальной политики меня тут поддержат. Потому что порой ситуация, национальная политика характеризуется тем, что бывает из мелкой ситуации она может приобретать большие масштабы, да, и может наоборот она у нас быть поступательно урегулирована. Вот. То, что касается по количеству учреждений, которые изучают коми язык как родной, в соотношении со школами это 22% школ, в соотношении с детскими садами это 14% детских садов. На сегодняшний день то, что касается инструментов измерения, мониторинговых наших измерений по тому, какая же динамика по этнокультурному образованию в части дошкольного образования у нас складывается. Вот здесь, коллеги, мне как раз хочется обратиться к вам, Зое Васильевне, Галине Владимировне, о том, что мы готовы рассмотреть ваши предложения по тому, какие мониторинговые инструменты вы предлагаете для того, чтобы мы динамично вели мониторинг ситуации в области дошкольного образования. Потому что сегодня что греха таить? Есть ведь это, когда руководитель заносит сведения в информационную систему, а республиканская информационная система РИЦОКа, то, что у нас программа РИСМа ведет, да, автоматизированную, то ведь каждый руководитель задумывается о том, у меня лицензия выдана на уровень дошкольного образования, да, еще какие-либо программы. И поэтому здесь нужны некоторые иные все-таки мониторинговые инструменты. Мы очень надеемся, что вы их обсудите, предложите, мы саккумулируем вместе. Дальше. На сегодняшний день, коллеги, важно понять, это открытость в информационном поле. Если проследить, то ваша открытость очень хорошо, наша открытость хорошо реализуется в плоскости социальных сетей. Да? ВКонтакте, если мы посмотрим, нас очень много. Но сегодня Министерство образования, когда берет информацию, мы в первую очередь смотрим на наши государственные информационные системы. Это, конечно же, Аризма и портал «Открытое образование». Вот сегодня можно констатировать, что на портале «Открытое образование» очень большой плюс, надо отметить, у Института развития образования, лаборатории хорошо представлен. В 2019 году вышел аннотированный каталог всех изданий, которые есть в области этнокультурного образования, прям по разделам. Родной язык, государственный язык, чисто этнокультурное образование. Но сегодня пока такими маленькими шагами представлен опыт работы республиканского методического объединения, предложения. Вот хотелось бы здесь эту зону, это поле усилить, да, вот, в этом направлении. Да. И дальше методические рекомендации, обзор лучших практик.
На сегодняшний день там лучшая практика только одного педагога представлена. Я думаю, коллеги, среди нас их на самом деле гораздо больше. И, конечно же, прежде чем представлять это как лучшую практику, она должна пройти экспертизу, потому что если мы размещаем на государственных информационных ресурсах, мы несем ответственность за ту информацию, которая там есть. Конечно же, хочется здесь тоже предложение внести, чтобы вы активизировали в этом направлении деятельность. В лаборатории национальных проблем Республиканское методическое объединение проводило определенную экспертизу. Если требуется где-то заседание научно-методических советов, мы тоже готовы подключиться. Приглашайте, обсуждайте с нами. И эти лучшие практики демонстрировать, транслировать на государственных ресурсах. И когда вы будете их брать, вы уже с точной уверенностью будете брать, что это имеет под собой законодательную основу, правильное содержание образования доносится. То, что касается, поступали вопросы по заработной плате воспитателя. Вообще вопрос заработной платы он всегда самый живой, самый такой трепетный, требующий очень внимательного отношения. Вот. Общая отраслевая система оплаты труда у нас ушла уже. Мы все знаем, что мы живем по ведомственному приказу, каждое ведомственно по своему приказу, а на уровне муниципалитетов это у нас принятое постановление, да, которое регламентирует оплату труда. На сегодняшний день какие позиции вносятся в это постановление по оплате труда? Это прерогатива, уважаемые коллеги, только муниципального образования. И мы вот с Министерством национальной политики как раз вот и работаем над тем, чтобы саккумулировать, какие же сегодня инструменты муниципалитет предлагает для того, чтобы наш родной коми-язык, родной либо государственный, он изучался и его область расширялась. Да? И вот как раз поддержка по изучению государственного коми-языка, что в детских садах, что в школах, может тоже стать предложением для того, это как раз мерой стимулирования к тому, чтобы на уровне муниципальных образований данный вопрос финансово был поддержан. Но мы все знаем, что в любом случае уровень доплаты надбавок складывается в том формате, насколько на год выделены средства. Правильно? Вот руководители, если есть, они сразу же качают голову. Мы это все прекрасно понимаем. Но сегодня, если мониторинг, который мы провели по управлениям образования, сегодня характер надбавок показывает, что в среднем характер надбавок составляет от 5 до 8%. Ну вот в среднем. Где-то есть 15%, есть 10%, в одном муниципалитете есть 3%. Вот. Если есть вопросы, которые нужно обсуждать, да, где-то отрегулировать, мы тоже готовы к рассмотрению данных вопросов. И еще хочется сказать, что у нас так сложилась практика, что нашим таким очень сильным партнером в вопросах именно дошкольного образования, поддержки, является Министерство национальной политики Республики Коми. И при их поддержке, а также при помощи инициативы института, лаборатории дошкольного образования участвуйте много в грантовой деятельности. И эти средства как раз являются для того, такой хорошей платформой финансовой, для того, чтобы были изданы мультимедийные различные пособия. В этом учебном году Министерство образования планирует издать 2 программы. Это программа «Джолю» и программа «Детям Республики Коми». Мы планируем это издать, чтобы она поступила в каждый детский сад Республики Коми, там, где есть на это потребность. Сегодня эта программа, она несколько доуточняется, это наши определенные штрихи, она также будет рассмотрена на научно-методическом совете, и мы ее в течение 2019 года планируем издать. Кратко, вот, уважаемые коллеги, все, потому что людей много, всем хочется выступить. Но, в целом, еще хочу сказать, вот, приедем скоро к вам, 18-го Сыктывдинский район с прошлого года, да, заулыбались сразу в Министерство национальной политики, Центром информационных языковых технологий. Мы объединили усилия, и у нас по республике были 4 таких больших выезда, да, Галина Николаевна, мы тоже с вами говорили, что произошло. Вот. Больших выезда именно о том, с трансляцией, какие сегодня есть технологии, меры, опыт работы по поддержке изучения коми-языка. В этом году мы продолжаем эту практику. Плюс мы еще нашли одного сильного партнера, это Национальная библиотека Республики Коми, в которой тоже есть очень большой краеведческий потенциал и опыт краеведческих различных проектов. Вот в этом году мы на следующей неделе планируем выехать в Сыктывдинский район. Ой, извините, завтра. Да, 18 завтра. Завтра мы уже к вам поедем. То есть
Будут заявки от других, мы готовы. Мы готовы, поэтому предлагайте, обсуждайте, аккумулируйте, причесывайте все ваши предложения и, пожалуйста, используйте уверенно государственные информационные ресурсы. И тогда точно о вас узнает вся республика. И вы сделаете большой плюс для всей республики. Спасибо большое. Спасибо, Юлия Анатольевна. Извините, я бы нужна. Ну, я, конечно, очень рада тому, что Министерство образования с этого года опять обратило внимание на издание методических пособий и программ по дошкольному образованию. В общем-то, до 2012 года это успешно делалось, затем был вот у нас большой перерыв. Как раз вот в силу того, что обучение коми-языку было обязательным, и постоянно тиражировались учебники по коми-языку по всем линейкам. Но вот когда мы проводили мониторинг того, почему все-таки детские сады переходят с коми-языка на русский, очень многие как раз говорили о том, что нет необходимых методических материалов. Хотя я могу честно сказать, на сегодняшний день у нас созданы рукописи более чем 6 различных книг, это не считая вот эти 2 программы, которые ждут своего издания. Надеюсь, что в институте эти пособия также будут изданы. Уважаемые коллеги, мы продолжаем сегодняшний круглый стол, и я хочу слово предоставить Алексею Николаевичу Просыхаеву, чтобы он высказал свое мнение по сегодняшнему. Подготовиться надо, да? Пока. Да? Или сначала вы? А даже не знаю, пока готовятся тогда, чтобы не торопиться проговорить. Или у вас уже быстро? Да? Здравствуйте. Конечно, это очень худой поворот ко мне. Я хотел бы выслушать сначала, как обстоят дела в детских садиках, потом бы продолжить свой разговор, потому что проблемы, которые касаются дошкольного образования, они это первый такой большой пласт, у меня немножко другая работа, 2019. Можно включить фотографии слайд-шоу, пусть они крутятся. Слайд-шоу. Вот внизу, самая синяя кнопка. В середине. Да. И пусть они крутятся. Поэтому мои слова... Мы потом еще раз вам можем слово представить, если Да. надо будет. Мои слова все равно каждой копейкой не прикреплены, поэтому можно смотреть и меня слушать. Я сам больше занимаюсь общественной работой, и когда мы заметили, что вот такие проблемы существуют среди нас, взрослых, когда семьи абсолютно коми, наверное, еще и чисто коми, да, мама коми, папа коми, ребенок русский, как всегда. Вот. И вот такие проблемы мы, конечно, заметили в городской среде. Эта тенденция уже распространилась на небольшие населенные коми села. Вот. Тот же самый Богородск, Нившира, Большеву, которые всегда ставили с тем, что там у нас большое, почти 100% коми населения, да, ну, наверное, через 10 лет там 50% будет уже русских. Благодаря тем самым родителям, которых мы считаем коми. Вот, а возвращаясь к нашим светокальским реалиям, таких семей у нас тоже много. Даже я, когда закончил Светокальский университет, у нас из большого курса семьи образовались, остались многие в городе. Вот их дети, я не помню больше, только у меня, наверное, помню дети, у остальных, ну вот, Елена Григорьевна, придется уже сознаться, да. Вот. Мне тоже говорят у нас, собственно, вот у других я не знаю, говорят они на коми, не говорят, я никогда их не видел, вот, но на слово тоже верить не могу, потому что не слышал этих детей, так они говорят. Вот. И у нас такая зародилась мысль, чтобы объединить эти коми-семьи с одной большой целью. У нас есть опыт, как нужно в городских условиях растить коми-детей, чтобы они знали язык, чтобы они могли на хорошем уровне овладеть этим языком, получить на этом языке образование и дальше продолжать наш коми-род, коми-культуру, коми-язык. Объединились в клуб коми-семей, который называется Шуда-Котер. Первое время мы время от времени собирались, чтобы
на коми-языке проводить свои мероприятия, прежде всего для наших детей, ну и собирали всех, кто желает вместе с нами проводить такие мероприятия. Это были развлекательные, игровые, просветительские. И в прошлом году мы вышли на образовательный проект, который на коми-языке называется QPOS. Это не методика языкового погружения, которая у нас распространена, просто название QPOS, переводится языковое гнездышко. Но это семинар для родителей по воспитанию детей билингвов. На этих семинарах мы рассказываем родителям о том, как нужно воспитывать детей в городских условиях. Прежде всего мы обратили внимание на то, что родители сами, хотя и коми, они стесняются, они довольно легко отказываются от языка, находят разные причины, почему они не хотят с детьми говорить на таком языке. И мы выявили эти проблемные точки, именно по этим проблемным вопросам мы и говорим. Пригласили на наши семинары детского логопеда, детского психолога. В прошлом году мы провели 8 таких занятий с родителями. Разное количество приходило на эти мероприятия, но эти материалы доступны, во-первых, в моем блоге. Коротко, что мы рассказали. Во-вторых, мы обобщили наши материалы в таком сборнике «Семейный практикум по воспитанию билингвов». Здесь материалы и на коми-языке, и на русском языке. Много таких советов. Наверное, вам интересно, какие темы мы затрагиваем, да? Например, межнациональный брак. Коми, русский, коми, еще кто-то, да? Когда они называют телекоми, а другой национальности. И, конечно, возникают проблемы, на каком языке говорить в семье. Очень важно, да, чтобы никто был не в обиде, чтобы семья жила, долго жила, чтобы не было конфликтов. Как говорить с другим родителем, чтобы они нашли взаимопонимание, чтобы родитель был тоже за то, чтобы с ребенком говорили на каком языке. И различные такие советы наши психологи дают. Все я не буду рассказывать, потому что это будет очень много, очень долго. Мы об этом говорили целый год. И в этом году мы вышли уже, если в прошлом году мы собирали родителей по личному желанию, не настаивали, да, хотя я могу такой опыт рассказать. Мы приглашали до 50 семей на наши мероприятия. Приходили, конечно, не все. Разные причины, кто-то отписывался, почему он не может прийти, да, Но мы понимаем, что в течение года всегда можно найти, наверное, время, чтобы хотя бы на одно такое мероприятие, многие семьи просто не желали, не могли найти время, еще какие-то причины не были. В этом году мы продолжили эту тематику, но среди родителей детей, которые посещают детские образовательные учреждения города Сыктывкара. Управление дошкольного образования у нас здесь сегодня присутствует Елена Николаевна. И вдвоем, да? И мы уже провели в этом году 2 таких мероприятия после анкетирования детей по личному желанию. Мы никого не насильно туда приводим. Должны родители сами осознать, что от них зависит, сохранится ли народ, сохранится ли язык. И мы с ними говорим о том, какие мифы витают в нашем обществе, какие стереотипы существуют. И мы пытаемся им объяснить, что эти мифы, их много, они постоянно возникают, особенно мультиплируются в средствах массовой информации. Мы пытаемся до них донести, что владение 2 языками, говорение на 2 языках, оно не мешает развитию одного или другого языка. Эти мифы мы пытаемся развенчать. Если вам будет интересно, присоединяйтесь к нам, находите информацию, читайте. Обо всем я, конечно, наверное, рассказывать не буду. Но у нас традиционно бывают новогодние представления на каком языке. Дети с удовольствием учат на каком языке стихотворения, посвященное Новому году.
Есть среди них даже дети, которые не владеют коми-языком, все равно учат, приходят, читают, не получают свои заслуженные подарки, сладкие призы. Вот. У нас практика будем в дальнейшем продолжаться. Так что присоединяйтесь. И вот самое ближайшее мероприятие у нас будет в это воскресенье по центрам на площади Стефановской в 11 часов собираемся на квест-игру. Игра полностью будет на коми-языке. Дальше этот квест-игра продолжится уже в одном из учреждений. Если успешно они пройдут этот этап, не такой сложный, но полностью на коми-языке. Если полностью семья пройдет этот этап, он найдет то место, где мы должны собраться. И там уже мы будем проводить викторину. По типу своя игра, популярна такая игра. И там уже будет очень большой такой солидный подарок для тех семей, которые выиграют викторину. Вот, тоже приглашаю, можно объединяться с семьями. Вот все, что я хотел сказать. Алексей Николаевич, вот очень интересный опыт, и, конечно, спасибо сыктывкарскому представительству Коми Войтер, что, в общем-то, вот такую инициативу проявили на уровне города Сыктывкара. Конечно, хотелось бы, и всегда мы об этом говорим, чтобы это все продолжалось и на уровне других районов, так ведь, чтобы Коми Войтер был более активным. Ну а вот сегодня у нас тема коми-язык в дошкольном образовании. Все-таки в семье сохранение языка это очень важно, но иногда бывает, что она уже язык ушел, или родители как бы не очень сознательно как бы к этому подходят. Какие у вас предложения к дошкольным организациям? Каким образом нам работу следует вести, потому что вы сами отец 3 детей, 2 уже посещают детский сад, 1 уже школьник. Да? 2 посещают, 1 дошкольник, 1 школьник, 1 безработный. Вот какие у вас предложения, вот, чтобы действительно вот наши усилия соединились, и мы более как бы уходили на эффективную такую вот работу? Мы проводим уже вот такую просветительскую работу среди родителей дошкольных образовательных учреждений. Я думаю, что эту работу мы нужно продолжать. Во всех? Во всех, конечно, потому что я слышал вот такие предложения, разговоры, когда нужно создавать коми-детский сад, хотя бы 1 в городе, да, но это нереально. Даже самые родители, которые предлагают, они, наверное, сложно, представляют, как эту работу можно организовать. Потому что все родители, которые в коми хотят бы сохранить коми-язык, вряд ли они согласятся с разных концов города в одном месте свозить своих детей. Вот, это, наверное, критичный такой план. Вот, нужно работать с родителями. Если дома они говорят на каком языке, то даже в детском садике, если не поставлена эта культурная работа, то коми-язык он все равно будет присутствовать в семье. Ребенок будет знать разговорный коми-язык. А дальнейшая работа уже, чтобы они выбрали правильно предмет в 1 классе средней образовательной школы и изучали коми-язык как родной. Условия есть, но здесь нужно работать с родителями. Причем индивидуально, о чем, наверное, последние 10 лет уже говорят везде. Вот, но на практике, когда видим, что такая работа поставлена очень слабо еще. Вы можете оказывать консультативную помощь, например, по организации клуба, вот, взять конкретно детский сад. Конечно, в одном детском саду, и чтобы родители собирать там сразу детских садов, это сложно. А если есть желание, например, в детском саду организовать этот клуб, то есть к вам можно обратиться, и вы можете нам помочь в этом деле. Да, да, вот мы с управлением дошкольного образования. вот, например, у вас есть опыт, как развеять мифы, да, вот, развенчать. Алексея Николаевича можно пригласить на первый клуб, предположим. Вот такие вот моменты. Алгоритм, Психологов вы приглашали, например, да, задействовали. Опытный, наверное, психолог, который может объяснить родителям, как можно разговаривать, например, в семье на 2 языках. И чтобы это не было ущерб там, и ребенку, и одному родителю, и другому. Но вот это получается уже как бы, есть такие, вот, этот опыт у вас есть, и вы можете поделиться этим опытом, да? Да, вот собирательную часть мы на себя возьмем. Вот, от управления образованием, дошкольного образования города Сыктывкара нам нужна организационная поддержка, да? Вот мы пока проводим
работаем с родителями не 6 дошкольных образовательных учреждений на базе 93-го детского садика. Если будет этот опыт успешен, если родители поддержат, то мы после летних каникул мы будем проводить в другом микрорайоне города тоже подобные семинары. Вот, Ежинский район нам не очень далек, вот мы тоже можем взять, но нам нужно рассчитывать на свои силы, чтобы мы могли успеть и с Ктукаре поработать, и в Беженском районе. Но если вас заинтересует, я думаю, что заинтересовало уже, то подробнее об этом мы будем уже говорить, наверное, не на этом круглом столе, да, а после этого. В рабочем, кстати. Все понятно. В рабочем. Спасибо, Алексей Николаевич. Итак, уважаемые коллеги, кто продолжает? Людмила Витальевна. Да, я хочу сказать о том, что перед круглым столом мы специально обращались в районы для того, чтобы найти те вопросы, которые возникают к управлению по надзору и контролю в области образования, в сфере образования. Я думаю, что и сейчас у вас есть такая возможность обратиться лично с вопросом, если есть какие-то проблемы по внедрению комязыка в работу детского сада. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Для начала хотелось бы сказать всем вам большое спасибо за ту работу, которую вы проводите по этнокультурной составляющей и по сохранению родного языка. Я соглашусь со всеми предыдущими выступающими, что вся проблема у нас начинается вообще с родителей. Мы ведь заходим в образовательные организации в рамках проверок. И в рамках проверок мы смотрим, как действует образовательная организация. И, казалось бы, образовательная организация делает ведь все. А вот родители где-то не понимают, где-то, правильно сказал Алексей Николаевич, стесняются. И в семьях, где и мама, и папа коми, вдруг родители пишут отказ от изучения коми-языка. Это вообще, это непонятно, это даже нам непонятно в рамках проверок, вот почему так происходит, да? Но эти пока документы касались вот только школы у нас, но вы все прекрасно знаете, что в начале этого года, да, внесены изменения во все нормативные правовые акты, и сейчас выбор изучения языка будет стоять и перед родителями детских садов. В связи с этим вот в зале ведь присутствуют и представители детских садов, и управлений. Скажите, пожалуйста, вы готовы к разъяснительной работе с родителями на уровне детского сада? Вы себе представляете, как она должна строиться? Понятно, но понимаете, это вот очень часто смотришь, я говорю, то, что делается у нас в детском саду, те объемы работы, да, вообще трудно представить, что они вообще где-то делаются, честно говоря. Когда приходит маленький человек, ничего не умеющий делать, его учат делать все, да еще на 2 языках. Начнем с этого, да? Вот. Но родители-то ведь не слышат, как найти те эффективные способы и методы, чтобы вас услышали. И начнем с законодательства, да, и законодательной базы. Первый вопрос, который вообще поступил, и он, наверное, думаю, волнует всех, это создание локального нормативного акта о языках образования. Руководители присутствующие, да и руководители управления образования знают, что в соответствии со статьей 30 273 федерального закона образовательная организация разрабатывает локальные нормативные акты по определенным вопросам. И если эти локальные нормативные акты затрагивают права участников образовательных отношений, они должны быть согласованы с коллегиальными органами управления образовательной организации. К этим коллегиальным органам относятся также и совет родителей, ну кого как называется этот коллегиальный орган. Поэтому, если мы будем говорить о локальном нормативном акте о языках образования, то, наверное, в первую очередь здесь бы хотелось преподнести ту нормативную базу, в соответствии с которой работает образовательная организация. Чтобы любой родитель и любой участник образовательных отношений понимал, что детский сад работает в рамках действующего законодательства. Вот это первый блок, как мы видим. Сразу хочу сказать, что законодательно установленного локального нормативного акта нету. И каждая образовательная организация вправе сформировать его так, как считает нужным и так, как его видит. Ну вот основные позиции. Первое нормативное, да, положения какие-то.
А потом дальше давайте исходить из целей этого локального акта. Первое. Локальный нормативный акт должен не пылиться в папке, а работать на образовательную организацию. И разработать его нужно так, чтобы было всем понятно, первое, зачем он создан, и какие вопросы он может раскрыть. А какие вопросы здесь можно раскрыть в этом локальном акте? Первое. Это его сделать таким, чтобы показать всем участникам образовательных отношений, что организация готова создать и предоставлять условия для изучения языков и русского, и коми-языка, и в разных его видах. Так? И как государственный, и как родной. Это самое важное. Дальше четко прописать, а как же идет изучение того или иного языка. Локальный акт должен быть прозрачным. Когда, где, какие занятия. И родители, и педагоги должны понимать, где, как, на каком языке идет обучение, образование, в какие моменты. Этот локальный нормативный акт не должен быть 3-5 страниц. Он может быть вообще полстраницы у вас. Никаких объемов, никакой сохранности в объемах нету. Поэтому я еще раз говорю, он должен работать на вас. А дальше уже привлеките к его обсуждению участников образовательных отношений. Это родители. А может быть, они подключатся и подскажут что-то, что им непонятно. Вы их услышите, а потом они и вас услышат уже. Таким образом, данным локальным актом вы отрегулируете вот эти взаимоотношения. Согласуйте его с коллегиальными органами управления образования, ну и дальше уже по вашему делу производства, либо его утверждаете приказом, да, либо просто утверждаете директором. По этому вопросу. Есть еще вопросы? У меня вопрос. Да. Вот я тоже, когда сейчас мониторили ситуацию, вот выяснилось, что, значит, сейчас обязательно надо, чтобы родители выбрали язык образования и чтобы указали свой родной язык. И вот выясняется, что в местах компактного проживания коми населения, ну, может быть, там 50 на 50 сейчас все-таки миграция, да, но все равно там есть коми населения. Они пишут родной язык коми государственный. Ну вот здесь как раз... А язык образования выбирают русский. А нельзя вот выбирать язык образования коми и русский. Ведь могут два языка. Так, вот давайте теперь к этому подойдем. Это второй вопрос, который был задан. Это все по локальному. Это уже дальше, это мы переходим к заявлению. Скажите, в зале присутствуют руководители образовательных организаций? Есть? Поднимите руку. Есть. Хорошо. Скажите, пожалуйста, прием сейчас идет ваша организация? Но сейчас мы вас... Мало ли, может у кого-то ведь в течение же года могут Я сейчас приниматься. по инструкции, да, у нас прием уже с 21 января после поправок. Вот я и хотела спросить. Да? У нас есть уже новые дети, поступившие, да, но мы там тоже уже выбрали Так. языка образования. И вот Так. вопрос, какая формулировка в заявлении должна быть? Так, ну вот давайте постепенно к этому подойдем, да, чтобы понимать. Значит, вообще всегда ждут какого-то готового все ответа. Вот, да, нет, подождите, а давайте ко всему осознанно вообще-то подходить. Значит, первое, заявление, я почему спросила, потому что в соответствии с законодательством форма этого заявления должна быть размещена на ваших сайтах. Я ведь сюда шла, готовилась и посмотрела сайты образовательных организаций, а заявлений-то нет. И поэтому я вообще планировала отработать на примере готовых каких-то заявлений и обсудить, да, вот. Но не случилось мне найти формы заявления на этот момент. Таким образом, ну, практически не получится отработать. Еще раз хочу сказать, что проверки показывают, заявления у всех разные. Поэтому формулировка, значит, в моих полномочиях и в полномочиях министерства нету давать этой готовой формулировки. Это превышение наших полномочий, я сразу говорю. Это может отработать управление образованием. Слушайте, меня же, наверное, слышно без микрофона, он не мешает. Мой учительский поставленный голос, я думаю, меня все услышат. Я думаю, что на этом уровне как раз может отработать управление образования. Но соблюдая следующий момент. Я сейчас буду вам зачитывать вот эти моменты, да, а вы для себя уже что-то, получается, сформируете. Так, начинаем со стандарта. Да?
Значит, ну, первое внесено изменение было федеральный закон номер 273, да, это, значит, 14 статья. А дальше стандарт. Читаем стандарт. Что в стандарте у нас указано? Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Вопрос, какой это язык? Так, дальше. Программа может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации. Для нас это будет язык коми. Так, обозначили себе. Хорошо. Дальше. Реализация программы на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке, он ведь тоже родной, да, для кого-то, на основании заявлений родителей несовершеннолетних обучающихся не должна осуществляться в ущерб получению образования на государственном языке Российской Федерации. Первое опасение. Смотрите, у родителей что возникает вопрос? А неужели все будет вот на коми-языке? Согласитесь, это страхи. Да. Так вот здесь разъяснительная работа с родителями. За родителем остается выбор. И в рамках всех 5 областей, которые реализуют образовательные организации, вот это включение образовательной деятельности на коми-языке, да, на языке, то есть и на русском, и на коми-языке, это должно быть понятно родителю, что будет. И в итоге он должен принять эту позицию, родитель-то должен принять эту позицию вашу, да, что вы не просто вот не понимая, что и как это будет происходить, а, во-первых, САД понимает, как будет реализовываться образовательная программа, и родитель понимает, как это будет организовано. Дальше выходим на заявление. И в заявлении тогда он должен указать, что в итоге. Выбор языка. Обучение. Так, а какой будет язык обучения в рамках 2 языков? Вы же предлагаете, ваша образовательная организация имеет ресурсы, средства для того, чтобы дать им, пожалуйста, берите, у нас есть и то, и другое. 2 языка, да. Русский, ой, Конечно. То есть заявление, допустим, указать, там, прошу организовать обучение на русском там, или На на родном. Да, здесь выбор вот этого языка, да, и опять же, а какие предметные области коми-язык будет А если включены? все Преподавание. предметные области Пожалуйста, конечно. Это вот Да. на мапке прописано. Нет, в заявлении должно быть это прописано. А, Это его сформулировано. право, да. Вот это нужно именно сформулировать от того, что предлагает образовательная организация. Понимаете, она будет предлагать все разные. Так ведь? А каждую образовательную И это- область еще? Понимаете? А А? каждую образовательную область? Нет, остановите, подождите, здесь нет. Я еще раз говорю, это ведь во всех садах по-разному, правильно? И для того, чтобы родителя не вводить в заблуждение, вы должны изначально его ознакомить с этой программой. Посмотрите, вот у нас есть, берите, возьмите. Согласитесь, что это будет и так, и так. Если мы берем предметную область, да, речевое развитие, в рамках речевого развития, какие учебные предметы реализуете? Изучение грамоты. Так, у вас ведь есть там, получается, модуль, да, на коми-языке? Да, пожалуйста, вот оно, да, вот это дальше. Если идет, например, художественно-эстетическое развитие, там идет что? Музыка, рисование, да? Вы говорите, что в рамках музыки, вот, пожалуйста, у нас будут вот такие занятия, да. Можно вопрос? Вот если мы говорим про образовательные области, про основную образовательную программу дошкольного образования и выходим за ее пределы основной образовательной программы на режимные моменты, да? И, допустим, коми-язык применяется только в режимных моментах. Мы выходим за ООП и только обучение, это режимный момент же, ну как, Является не обучение же, а не ООП. образовательная программа. Нет, У нас основная образовательная программа. Нет, то есть образовательная программа реализуется в детском саду через непосредственную образовательную деятельность. про режимные Режимные моменты. Нет, ну просто если Да, про режимные моменты мы говорим, это же не конкретно занятие режимный момент. Тогда самостоятельная деятельность. в заявлении А как вы разделите? Вот, понимаете, вот ребенок в саду прибывает, где сказать, что вот здесь с ним занятия проводятся, это только вот когда их посадили и учат чему-то. Оно в течение ведь всего дня идет. Поэтому в данном случае, вот резюмируя про заявление, да, законодательно не установлена вот эта фраза. Я вам сразу говорю, да. Я не могу сказать вам мое личное мнение, я должностное лицо. Я могу действовать только в рамках законодательства. В рамках законодательства я пойму, правильно ли вы это сформулировали, когда я буду знать вашу программу и что вы предлагаете в итоге.
Но если говорить о внесении изменений в порядок приема, мы читаем дословно, что там написано. Значит, в заявлении нужно указать о выборе языка образования родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного. То есть родители должны заявить этот выбор, что занятия, да, что прошу организовать вот эти занятия, да, с коми-языком родным, там, как государственные, но опять же, смотря что вы им предлагаете. И выбор, вы знаете, на русский язык никто никогда потом не посмотрит, да? А вот не дай бог ребенка посадить в группу и начинать вот изучать коми-язык, родитель вдруг думает, ага, я же никакого согласия-то не давал. И полетели жалобы. Вообще на пустом месте. Причем, я еще раз говорю, очень обидно смотреть заявления родителей, которые сами, вот недавно у нас было обращение, мама гордо сообщает о том, что она учитель коми-языка, но она не хочет, чтобы вот изучал ребенок коми-язык. Так, слушайте, ну я вообще не могу объяснить даже поведение этой мамы. Изначально, да. И вообще непонятно, и разговор как-то даже непонятен оказался в данном случае. И если говорить о предложениях, будут касаться только разъяснительной работы с родителями. Знаете, вот как бывают дни открытых дверей в школах. Те будущие дошколята, которые будут приходить, может быть, стоит где-то с родителями показывать, рассказывать, а что в саду достигнуто. Действительно, вот то, что говорила Зоя Васильевна, приезжие, да, что просят показать? Какую-то изюминку, так вот эту изюминку родителям-то им надо показать. Вот то, что мы можем, и то, что будет уметь ваш ребенок, если вы вот согласитесь на изучение вот того и того. Родители должны понимать конечный продукт образования. Поэтому, может, и стоит где-то какие-то дни открытых дверей даже проводить для родителей, для родителей, адаптационные какие-то мероприятия. Вы абсолютно правы, потому что, вот опять же, возвращаясь к тому, что я вот проводила этот опрос, и выясняется, что действительно неправильная установка со стороны заведующих родителям, она и приводит к тому, что родители пишут язык образования русский, а свой родной язык пишут коми-государственный. А как объясняют, я вам скажу. Педагоги говорят, если мы выбираем язык образования коми, мы же должны будем на коми-литературном языке говорить, а мы же на коми-литературном языке говорить не умеем, и так далее, и так далее. В общем, вот это вот их страхи, они выливаются в то, что язык вообще уходит. Мы сейчас на коми-литературном языке мало кто вообще умеет говорить. Надо согласиться с этим, так ведь? Об этом мы можем потом поговорить. Сейчас самое главное, дорогие мои, сохранить коми-язык в дошкольном образовании. Вот потому что действительно то, что... Представьте себе, ваши родители напишут выбор языка образования. Так, выбираем коми. Скажите, как вы себе представляете вот, в реальной жизни образовательный процесс? Вот родитель это написал. Давайте пообщаемся. Вот как ребенок с утра приходит в сад. Вот видите, понимаете, вам трудно это сейчас сформулировать. А чтобы донести до родителей, сначала нужно самим понимать, а что вы предлагаете. Агитировать просто давайте выберем там вот коми-язык, да, в качестве там родного языка или языка образования, не предлагая результата конечного, родитель не поймет. Он просто вот эти страхи, о которых говорили, да, выступающие, они просто усугубятся. Вот и все. Слушай, вопрос. У меня вот два понятия. Образование на коми-языке и обучение коми-языку. Это два равнозначных понятия будут? Я считаю, что нет. Я считаю, что нет. Вот. Потому что если родитель написал, что он хочет, чтобы обучение было на коми-языке, значит, в течение дня мы должны с ним работать на коми-языке. Да. А как предмет коми-язык, да. Он у нас может быть в рамках образовательной программе в рамках любой области. Конечно, конечно. Все равно язык обучения вы должны будете писать русский и коми тоже. Все равно же должны вы объяснить, так ведь, что коми-язык, то он где-то же будет. Естественно. И, значит, два языка надо выбирать. Два языка. А режимный момент, Валентина Николаевна, они входят на социально-коммуникативно-образовательную область. Там как раз на самообслуживание идет. То есть, а вот труд
Заявление можно Это написать получается, на смотрите, язык образования, это получается целый На день. каком языке Да, да, обучается, да. А А если обучение, обучение к Да. языку, мы как тогда ложим заявление в родителям? Язык Что мы, образования. что они хотят, чтобы Нет, ребенок нет, обучал, чтобы Что изучал. он дает согласие, что в детском саду будут учить коми-языку. Это Да. как нам заявление? А, То есть так, это да, что он это будет так изучать есть. коми-язык. Это другая да, строчка. Это другое, да. Потому что Язык это образования. потому что Потому коми язык может быть где включен? В речевом развитии, Да, правда? да, И дальше да. потом еще перед глазами. Разнообразие Познавание математики. почему? Да, да, Обучение коми-языку пишет согласие. Согласие, не согласие, да? в данном случае. Это, знаете, согласие, несогласие, вам нужно будет продумать вот эти фразы, причем, чтобы родитель перед сам написал, а не просто там плюс-минус поставил. Да, да. У нас, честно говоря, Форма заявления, образец. по идее, да. Это бы надо на уровне управления отработать, да, чтобы решить. И рекомендовать уже, да. Это обязательно. А можно там написать, я прошу организовать обучение на русском, запятая коми-языка. Ну и С пояснениями ну, тогда, отплясывать да, от локального адреса. Хорошо, но при этом родитель подписывается ведь на то, что он ознакомлен с образовательной Но программой. там же они ознакомлены с уставом, лицензией и иными нормативно-правовыми Я вам актами. говорю о реальном ознакомлении, а не о формальном. Потому что если я сейчас вас спрошу, сколько у вас родителей реально в саду ознакомились с образовательной программой, нисколько. Нисколько. Это тот мелкий шрифт, как в банке, знаете, подписываются, лишь бы подписаться. А когда дело доходит до какого-то разбирательства и жалоб, они говорят, а у нас никто же не знакомил с образовательной программой, мы же ничего не знаем. Понимаете? Поэтому вот здесь со стороны руководителей должна быть неформальная работа, знакомство с программой. Вот оно, вот наша программа. Она вот такая уникальная. Мы научим вашего ребенка вот этому, этому, этому. Понимаете? Устав, лицензия, это все важно. Но то, чему будут учить детей, родитель должен понимать. Это прозрачно должно быть все. Это должно быть заявление, да, и согласие. Заявление. У нас в 293 порядке внесены изменения, да, где написано, что в заявлении, да. Я еще раз говорю, на сегодняшний день со школами уже отработано по этому вопросу. Уже прокуратура подключалась где-то что-то. С садами, говорю сразу, нормативно не закреплена вот эта фраза, да. Дальше, прецедентов пока нету по детским садам. Даже хочется сказать, да, вот, надеемся и не будет, но поверьте, родители очень разные и очень непредсказуемые в таких вопросах, когда, как и что может случиться, да. Ситуация. Но папа приходит и говорит на армянском. А у нас армянский Но мы можем... Остановитесь. Государственный язык. Давайте сюда маразмы не приходить. Ну нет, так Я только за здравый смысл во всем в этом. Государственный язык российский, Ну, конечно, нет, так армянский правильно возьмите. Вот. А теперь Ну, давайте как говорить. можно правильно сказать. Ну, вот показать, что Закон об образовании открываем и отвечаем в соответствии с законом об образовании. Да, что мы предоставляем в соответствии с условиями, которые есть в саду, конечно же. Да. Если армянская диаспора согласится там проводить... Но армянский язык не является у нас государственным языком, да, на территории нашей страны. Да. Поэтому действительно. Вот посмотрите, у нас основная образовательная программа, да? Пришли детки, которые начинают, вот только они пришли в детский сад, 6 лет они будут учиться по этой программе. То есть мы в нее включили обучение коми-языку. Мы их туда включили. Родителей мы, этих детей, вот 30 человек пришли, мы их ознакомили, что вот в этой программе есть раздел такой-то, такой-то, такой-то. Мы будем изучать так-то, так-то, так-то. Родители ознакомятся. То есть вот здесь родитель может дать согласие. Да. А может и не дать? Да, если родители, вот 15 человек, да, в группе, например, кто-то из родителей не желает, чтобы их ребенок учился, вернее, изучал коми-язык. Да. Но программа на всю группу, значит, мы этого ребенка будем исключать.
Вы знаете, надо сделать все, Так, чтобы... чтобы... Да, ну, честно говоря. То есть, Ну, первое, даже начнем вот, с элемента социализации. Вот как это ребенка исключить из этого детского ну, понятно, что мы только добром и лаской с родителями. По-другому никак нельзя. С нашими родителями только добром, лаской и разъяснительной работой. Вот и все. В школах есть такие прецеденты. Есть. Если сначала как-то было тихо, то уже и жалобы есть. Когда вдруг родители начинают между муниципалитетами общаться, одни говорят: у нас такой язык не обязательно. Вторые говорят: а что это у нас-то обязательно? И вдруг, и никто ничего не помнит, что было в начале года. Потому что вот это все было сделано, как я говорю, в бессознательном состоянии, не мотивировано. Каждый человек должен делать этот выбор мотивированно, зачем ему, как и почему. Каждый должен нести ответственность за свой выбор, опять же. Поэтому я только желаю вам разумности в этом вопросе, здравого смысла, терпения и разъяснительной работы. И сколько можете, столько сохраняйте, потому что вот только благодаря детским садам у нас в школе, да, есть тот контингент детей, которые готовы вот, изучать язык, да, и не стесняются говорить. Это, конечно, да, только благодаря детским садам. Еще вопросы, коллеги, будут, если нет, то мне надо... Большое спасибо, Людмила Витальевна, за такое содержательное выступление, мотивирующее. И спасибо большое, что вы пришли, нашли время, чтобы нам подойти, потому что, ну и на будущее мы к вам будем обращаться. Спасибо, да, звоните. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, продолжаем. Я вот хотела бы предложить слово Галине Николаевне Вахлиной. Вы как руководитель Ижинского представительства Коми Войтер, какая ситуация в Ижинском районе. И вообще, я думаю, что те люди, которые у нас в зале, кто желает, можете подключаться. Здесь у нас из Куратова Валентина Николаевна, из Усть-Кулома Наталья Николаевна Нестерова, специалист по дошкольному образованию, методист по дошкольному образованию Усть-Куломского отдела управления образования, Ольга Ревакатовна, заведующая детским садом. Сейчас уже много детских садов, миллион один детский сад у нас работает по технологии языкового погружения. Или как работает? Ольга Ревакатовна, может быть, вы тоже подключитесь к круглому столу. Из опыта нашего детского сада. Вот хотелось бы по тем вопросам, которые у нас заявлены на круглый стол, поговорить, чтобы не превращать это в конференцию и выступление из опыта работы. Может быть, вопрос? У вас уже подготовлено, да? Ну давайте, это как раз раскрывает один из вопросов нашего круглого стола. Ну давайте, пожалуйста. Сколько минут вы? 6-5. Ну хорошо, пожалуйста. Ирина Леонидовна Лизихина, старший воспитатель детского сада. Кто выступает? Где микрофон? Или без микрофона? Нет, без микрофона. Слышно? Формировать позитивный имидж Слышно? языка и воспитывать позитивные отношения у родителей. Именно у родителей к языку непросто. Мы уже сейчас об этом даже поговорили хорошо, да? И все равно возникает вопрос, почему? Потому что поколение молодых родителей в большинстве своем утратило именно моральное качество свое, толерантность к людям, которые говорят не на английском языке, да? То есть вот им нужен русский и английский язык в данный момент, здесь и сейчас. И обучение они готовы отдавать ребенка с раннего возраста для обучения именно английскому языку. И на сегодняшний день существует обеспокоенность за судьбу коми-языка, его сохранность и развитие. Также необходимость поиска и нахождения актуальных решений существования коми-языка для будущего поколения. Сейчас нужно относиться к обучению коми-языку нетрадиционно, скажем так, не как рассматривать язык не как в качестве обучения, цели обучения, а в качестве средства познания, взросления, которые когда становятся результатом раннего двуязычия, как основа последующего многоязычия и многокультурия.
В последнее время наблюдается бум исследований в области раннего двуязычия. И в современном мире уже доказано преимущество всех форм билингвизма. Было доказано также, что билингвы всегда оценивают происходящее с помощью двух языков, с разных точек зрения смотрят на мир, быстрее справляются в конфликтных ситуациях, запоминают больше информации. Таким образом, двуязычие актуально и имеет особую важность. Способность говорить на коми и на русском языке – это, скорее всего, важно овладение именно культурными ценностями и сохранение языка для будущего поколения. Самый хороший способ выучить язык – это овладеть им в детстве, в естественных условиях. В естественных для ребенка, в естественных игровых условиях. Хотя многое зависит также от состава группы, от умения педагога, от учебных материалов и от способов передачи языка. Какими способами у нас происходит передача языка? Это ребенок слышит коми речь ежедневно и в большом количестве, если он говорит на коми языке с родителями дома, да, с бабушками, с дедушками и так далее. Если ребенок сам воспроизводит язык, для нас это, конечно, вообще идеальный вариант. Если нет домашнего общения, то это может быть языковое погружение, например, языковая группа в дошкольной организации. Так как дошкольный возраст считается наиболее благоприятным, где идет очень активное восприятие языка на фонетическом уровне, а также идет усвоение грамматических форм. И, соответственно, это все проходит в игровой форме, без стрессов. Конечно же, школьное обучение. Но в наше время, когда для ребенка открыт широкий мир развлечений, стало очень сложно заинтересовать его обучением как таковым. Потому что обучению как таковому противопоставляется широкий выбор компьютерных игр, мультфильмов. Иногда не совсем таких мультфильмов, которые нам важны и по нравственным, и по моральным вариантам восприятия. И поэтому очень важно формировать интерес у детей к познанию коми-языка. Психологические исследования доказывают, что в жизни ребенка важны радость, восприятие и эмоции. Это непосредственный интерес и позитивное мышление, которые приносят всем большую пользу, большую радость. Позитивное мышление лидера-воспитателя, если воспитатель будет именно лидером, будет очень эмоциональным, будет сам заинтересован в образовании детей, в обучении на коми-языке, то и тогда он будет стимулировать мотивацию и участие детей и родителей в разных мероприятиях обучающего характера или развлекательно-отчетного характера. Интерес – это важный побудитель любой деятельности, это знает каждый педагог. И таким образом положительное отношение к обучению детей коми-языку и позитивное отношение родителей к тому, что их дети будут говорить на коми-языке, начинается именно с интереса детей, с их эмоций и впечатлений. Согласитесь, любой родитель, видя эмоции детей, когда он выступает на коми-языке, когда он получает ту же грамоту, или он станцевал под коми-мелодию, да? Родители ведь они в первую очередь видят эмоции, интерес детей и радость детей. И используя опыт современных педагогов, коллектив нашего детского сада творчески подходит к выстраиванию своей системы обучения и воспитания детей. На протяжении 2 лет наш детский сад является опорно-методической площадкой по использованию современных педагогических технологий в образовательном процессе при обучении детей коми-языку. И одним из эффективных средств развития интереса к обучению детей коми-языку является, естественно, ведущий основной вид деятельности – это игра. Игра – основной рычаг для формирования интереса, эмоций, социализации, внедрения коми-языка в речь детей. Дети, естественно, мотивированы в участии в игровой деятельности, в деятельностном подходе, меньше осознают свои ошибки и переживают из-за них, меньше, чем это взрослые делают, чем их родители. Игры-катилки, настольные игры, театрализованные игры, экспресс-сказки, интерактивные игры, квест-игры. Такие игры в нашем детском саду используются системно. И в процессе игрового обучения у детей появляются как раз те самые эмоции, интерес, которые связаны с пребыванием детей в языковой среде. Эмоции от столкновения с новым интересным материалом. Эмоции, связанные с созданием каждым ребенком тех возможностей и достижений успехов в познании языка, а также достижение успехов в конкурсах, в этнофестивалях, открытых занятиях. Федеральный государственный образовательный стандарт предлагает широкое использование современных технологий в обучении. И также у нас используются такие современные технологии, как
ИКТ, мнемотехника, моделирование, создание лэпбуков, создание мультфильмов, видеоклипов, игровые ситуации обучающего характера, проблемные вопросы ситуации, карты профа как конструктора языка, и также творческие задания и метод проектов. Родители должны понимать, что участие в этномастер-классах, участие в помощи на этнофестивалях, участие в конкурсах, позитивное общение с людьми, носителями языковой культуры, открытые занятия по обучению. Уже зашумеешься. Как-то надо, наверное, более... Ну, хотелось бы сказать о том, что мы используем совместные мероприятия для популяризации языка среди родителей. Социальное партнерство у нас... Ну, у вас родители все поддерживают? Или есть проблемы? У нас на данный момент 5 групп, которые родители дали согласие на работу с ними по обучению детей по языку и языковое погружение. По технологии языкового погружения. И 6 педагогов у нас работают именно по этой технологии. Как по законодательному, у нас, наверное, заявление кому не указано, но согласие. Даже не знаю, что теперь говорить. Ну, я, наверное, продолжу. Да, У нас родители, получается, что видят, насколько детям интересно, когда они обучаются коми-языку. И, как сегодня уже говорили, что нам надо показывать достижения, успехи в детском саду в этом направлении. И вот как раз родители это и видят. Когда мы идем на мероприятия, дети и родители в коми-центр показываем, участвуем в мероприятиях, у них глаза очень широко раскрыты, и у них какая-то гордость от того, что дети приобщаются к языку, культуре народа коми. Когда мы идем во дворец культуры «Бумажник», выступаем в районе фестиваля «Качешин», родители тоже присутствуют, они тоже очень довольны, и как бы получается вот такими показами мероприятия, когда родители приходят, мотивируются родители еще больше, что они не ошиблись в том, что дети обучаются коми-языку. То есть вот эти мероприятия, которые проходят на уровне района, на уровне республики, районное мероприятие, которое проходило 20-летию Джолю, родители присутствовали. И, конечно, вот такие вот моменты, когда достижения показывали участие детей в мероприятиях, это очень родителей, так сказать, родители дают положительную оценку. Поэтому мы отсюда и видим, когда они высказывают свое мнение, родители, и мы убеждаемся в том, что мы работаем в правильном направлении. Ирина Леонидовна убежала, конечно, хотелось вот еще ее дослушать. Очень интересно, она, в общем-то, представила всю систему работы, и правильно она подчеркнула, что действительно вот эмоциональный посыл очень важен. Если мы равнодушно будем подходить к работе, конечно, дети не потянутся ни к нам, ни к нашей работе. Вот. Но вот меня очень радует, конечно, то, что в Сыктывкаре стало очень много активных педагогов. Правда, мы еще пока их не видим, у нас пока еще мало как бы таких детских садов, с кем мы сотрудничаем, в лаборатории. Но я думаю, что Людмила Николаевна и Елена Николаевна, конечно же, мы как-то вот, может быть, как-то совместно сможем объединиться, потому что очень много педагогов, желающих участвовать в этой работе. И вот даже на нашем конкурсе «Воспитатель года» сейчас тоже есть коми-язычные воспитатели, очень яркие, вот, которые могли бы в нашей работе совместно участвовать. И очень вот радует вот такое вот отношение в Сыктывкаре. Вообще меня удивляет, вот все города вот сегодня вот подключены онлайн. Воркута, сколько желающих было выступить на нашем круглом столе, но мы, конечно, как бы ограничиваем по времени, потому что самое главное нам решить насущные вопросы, которые сегодня у нас стоят. Это самое главное правильное отношение к языку, формирование национального самосознания, национальной идентичности, потому что мы стали просто вот язык терять, потому что нам стало все равно, как будто бы он нам или мешает, или в общем он ничего не значит.
А вот города, они совершенно по-другому относятся почему-то к коми-языку. Коми-язык для них очень ценен и важен. Они готовы выучить коми-язык для того, чтобы его передавать детям в своей группе. А в районах коми-язычные педагоги готовы отказаться от коми-языка как от чего-то затрудняющего его жизнь и его деятельность. Вот почему вот такой вот нонсенс получается. Наталья Николаевна. А у нас такое. Ну, вы скажитесь тогда в пользу вашей работе. Но, однако, в Искуломском районе колыбель коми-языка на сегодняшний день ведь мы можем сказать, что у вас всего 2 детских сада осталось, которые мы можем назвать коми-язычными. Это Улыс-Воч и Ожег. Нет, да, у меня другие статистические данные. Ну, скажите, можно сюда пригласить, потому что тут вот камера, и чтобы все видели Наталья Николаевна Нестерова, методист управления образованием Искуломского района. Ну, очень хорошо. Да, сюда. Я тоже провела небольшой анализ, который я сама на расстоянии делала. И у меня получилось, что в принципе с 1799 детей, которые у нас охвачены дошкольным образованием, коми-говорящих 635. Это 35,3%. Я считаю, что как статус своего района еще не уронили, что у нас действительно есть много коми-говорящих детей. Единственное, у нас есть, конечно, проблемные точки. Это у нас Искулом, как райцентр, да, как и, наверное, везде в райцентрах, что там ситуация немножко другая. Там 16% из общего количества детей получают, что владеют коми-языком. Это у нас поселки, где в основном русскоязычное население или другой национальности. Там тоже есть такие проблемные точки, что там вообще есть, что нет владеющих детей. Можно сказать? Дома уже. Я сама родом с села Керчевья, там садики, например, по-русски учат детей. Из-за этого мой племянник, например, только по-русски теперь разговаривает. Хотя мы все коми, все семьи. Нет, вы путаете. И мама, и папа. А в садике, именно в садике разговаривает по-русски. И он в итоге, русский теперь мальчик у нас. Но дома он разговаривает на коми с родителями? Мы все разговариваем по коми. Нет, дома. И мама, и папа по Дома коми он разговаривает. С ним по коми все разговаривают. А он разговаривает? А он им отвечает по-русски, потому что в садике по-русски разговаривают. Нет, есть такая ситуация, есть и пассивный словарь, и активный словарь. Есть дети, которые понимают язык и говорят на нем, да, отвечают. Есть дети, которые понимают язык и не отвечают. Но в основном, вот когда я проводила этот анализ, выяснилось даже то, что если даже ребенок приходит в детский сад, говорящий ребенок, и начинает говорить, потому что там, ну, дети уже, например, на русском языке говорят, да, и он тоже с ними разговаривает на русском, но дома он с родителями общается на коми-языке, то есть он двуязычный ребенок. Не-не-не. Но я не знаю про прически детского. Просто это у нас практика, уже мы знаем. Это в нашей семье так случилось. Он только по-русски разговаривает, и все. А сколько лет? Ему сейчас он 1 класс пошел. Нет, вы считаете, что проблема в том, что в детском саду разговаривает? Да, И это детском саду разговаривает по-русски. Нет, это не проблема. проблема. Почему мы стыдимся коми-языка? Из-за этого русеют все дети. Вот мы сидим и все разговаривают по-русски. Никто не сказал по-коми, кроме Бур-Лун, Видеоланы, и все. Мы не можем сказать, что мы стесняемся своего коми-языка, просто у нас может среди нас есть присутствующие, которые не владеют. Не говорим по-правильно, просто смыслом мы стесняемся своего родного языка, получается, все равно. Но мы-то, наверное, тут сидящие никто не стесняется коми-языка. Но основная цель теперь тогда, вот конкретно вашей семьи, чтобы ребенок владел 2 языками на одном уровне, да, и чтобы родители все-таки продолжали с ним разговаривать на коми-языке. И добивались, чтобы просто отвечаем все равно по-русски. Ну, я не знаю. Ну нет, бывает такой период в жизни ребенка, конечно, что он переходит на язык детского сада. Проблема детских садов в том,
что педагогов, владеющих коми-языком, у нас становится все меньше и меньше. И поэтому, если в детский сад, который ранее работал на коми-языке, приезжает педагог русскоговорящий, понятно, что он не может выучить коми-язык и начинать работу профессионально как бы на этом выученном языке. Все равно он остается на бытовом уровне. Так ли? Вот, а все-таки язык он должен быть достаточно обширным. Вот педагогов мало. И поэтому в Кирчуме, может быть, там и нет как раз педагогов. Как раз они разговаривают только дома, тоже педагоги дома на том языке. А в детском саду работают по-русски. Ну, в общем, у нас тоже такая проблема. И точно так же в школе также, наверное, дома разговаривают по коми, а на работе никто не говорит, что они владеют коми-языком. Почему? Мы так ладно не будем говорить. Это лично могу я такой пример привести? Да, у меня тоже такая проблема. У меня ребенок тоже растет в коми-язычной среде. У меня муж коми, я коми, мы с ней чисто разговариваем на коми-языке. В отличие от других детей, которые у меня двое старших детей, они у нас тоже коми-язычные дети, они так и остались коми-язычными детьми. Но этот ребенок, он как бы в этой среде уже вырос, он у меня стал русскоязычным. Но когда я разговариваю с ней на коми, и она мне начинает отвечать по-русски, я говорю, давай мне скажи это же самое по коми. И она мне отвечает очень хорошо по коми. То есть установку только давать родителям и все. Ну, может быть. А родителям, может быть, некогда. А какие-то предложения, Наталья Николаевна, есть у вас? Министерство образования, Институт развития образования, наши лаборатории, вообще ко всем педагогам какое-то предложение. Елена Николаевна, может быть, вы слушаете, Людмила Николаевна. Не знаю, знаете, я просто хотела свое мнение. Уважаемые коллеги, это сам Алексей Николаевич очень хорошо сказал, да? И мы сегодня, прослушав представителей Министерства образования и Управления по надзору и контролю, да, мы понимаем, что в детских садах условия созданы, но если родители не пожелают, то, значит, мы не сможем этому научить. И вот поэтому вот наше сыктывкарское представительство идет по правильному пути, и Управление дошкольного образования поддерживает их инициативу, и вот мы пытаемся идти через родителей. То есть научат родителей, да, именно скажут родителям, что это так должно быть так для вас, для вашего языка, для вашей родины, и тогда они просто-напросто будут детям это давать. А если мы, не все, вот Зоя Васильевна правильно говорит, да, что если в детском саду 70 работников, из них 1-2 владеют коми-языком, что мы сможем сделать? И когда родитель все-таки сумеет вот это все оставить в семье коми-язык, то я думаю, что это получится. Вот Алексей Николаевич правильно сказал, что с сентября месяца планируем охватить и другие районы, вот, чтобы все-таки активизировать эту деятельность и популяризировать коми-язык в семье, а далее уж потом, я думаю, что в детских садах будет это легче идти. Ну, все. У нас очень хороший опыт накопленный, в общем-то, могут поделиться своими какими-то взглядами. Детский сад номер 8 села Выльгард Сыктывдинского района. Это наш республиканский ресурсный центр. В общем-то, мы никогда об этом не забываем. И надеемся, что и в будущем вы как бы будете нашим подспорьем. Валентина Николаевна. Валентина Васильевна Пономарева, заведующая детским садом и депутат районного совета. Что я хочу сказать про свой садик? Во-первых, в нашем детском саду педагогический коллектив 40 человек. Из них, будем говорить так, что человек 15 коми, остальные все русскоязычные. Но самое главное, у педагога должно быть стремление знать коми-язык и внести каждую семью, каждому родителю, что это надо. Что чем больше ребенок знает языков, чем ребенок будет интеллектуально развитым. Правильно? Вот.
В нашем садике мероприятия проходят в каждой группе. Родительские клубы у нас на коми-языке. Вот очень много у нас общих мероприятий. У нас идет параллельно русский язык и коми-язык, мероприятия идут параллельно. Значит, какое-то мероприятие у нас на русском идет, другое мероприятие обязательно коми. У нас родители желание посещать все эти мероприятия очень большие. Любые спортивные, музыкальные, этнокультурные направления в каждом развлекательном занятии, везде все это есть. В каждом досуге это есть. Начиная от психолога, заканчивая любым воспитателем, специалистом, младшим воспитателем, все это знаю, что коми-язык должен идти параллельно русским языком на детском саду. И ни разу я не услышала, чтобы с моим ребенком не разговаривали на коми-языке, этого нет. И я думаю, что и не будет, потому что я так поняла, что поступившие дети, когда у нас будет сейчас 6 июня собрание для будущих детей, которые будут у меня где-то 70-80 детей поступать, с ними буду уже разговаривать по этому заявлению. Вот придется, что мы встретимся с нашим управлением образования за круглым столом, и мы решим, как же все-таки объяснить родителям по этим заявлениям. Вот такие перспективы у нас на будущее. И надеюсь, что мы дальше будем с Зоей Васильевной, Ларисой Геннадьевной сотрудничать. Спасибо. Да. Спасибо, Валентина Николаевна. Валентина Николаевна Чугаева, может быть, вы тоже выскажетесь. И, в общем-то, я вот даже предлагаю, может быть, мы как-то объединим усилия и сделаем вот примерное заявление такое, которое можно было бы распространить по республике. Сформулировать некоторые варианты вот заявлений, чтобы они правильно были сформулированы. Именно вот с указанием различных видов деятельности образовательных областей, чтобы родители точно конкретно представляли, что их ожидает, когда они выбирают языки образования. Русский и коми. Коми русский это уже не имеет, наверное, значения по алфавиту, коми русский надо, да? Все равно через силу пропустить, потому что это мы на себя такую миссию возьмем, потом это придет. Нет, а я беру на себя ответственность, что я могу обсудить все-таки тихонечко с Людмилой Витальевной, хотя она сказала, что она не имеет права никаким образом вмешиваться, но обсудить-то ведь нам можно, чтобы когда они приезжают, предположим, это, и увидев вот такое вот содержание, такой вот опус, то согласятся они с этим или нет, так ведь? Но я единственное только могу сказать, что по последним проверкам, которые у нас были уже в связи, после всех этих изменений, да, везде уже специалисты управления по надзору, они смотрели и положение о языке образования, и новые формы заявлений, все это уже смотрелось после всех этих изменений. Поэтому, но пока что у нас вроде все было нормально, к положению о языке образования никто ничего не сказал, которые садики у нас попали под контрольные мероприятия. Поэтому здесь надо очень хорошо подумать. Да. Еще какие вопросы? Потому что мы положение вот о языках, например, были у нас родительское собрание, общее собрание было, мы приняли на педсовете, сделали мы уже заявление, вот ребенок у нас поступил, он уже это самое, сейчас придется, что это заявление снова изменять придется. Ну нет, там не то, что снова изменить. Дополнение может дополнение, да. Внести изменения. Внести изменения, да. Дополнение, да. Уважаемые коллеги, какие еще есть вопросы, которые надо было бы обсудить? Конечно, у нас было много вопросов представлено для обсуждения на этом круглом столе, но я думаю, что эти вопросы, они действительно должны обсуждаться каждый на отдельном круглом столе, так ведь? Но на сегодняшний день, конечно же, вот очень важным является позиция самого педагога. Именно его жизненная позиция, то есть насколько педагог, он как бы внутренне имеет вот такой вот стержень личности. Или он как флюгер, куда подули, туда и повернули, или же он все-таки патриот своей республики, и действительно он является истинно коми-мортом. Так ведь? Вот это вот патриотическая настроенность педагога. Я не имею в виду агрессию, но я имею в виду именно то, что если руководитель такому педагогу скажет: извините, но сегодня надо выбирать коми-литературный язык, а ты на нем не говоришь, педагог может сказать: но я могу усовершенствовать свой язык, я могу, в общем-то, развить свой язык, но я от коми-языка не откажусь. Так ведь? И коми-язык в детском саду должен звучать, потому что наш детский сад расположен в селе, а он исконно был коми-село.
Ну и, конечно, профессиональная компетентность. Сюда относится для коми-языка, конечно, самое главное – это владение коми-языком. И, уважаемые педагоги, надо совершенствовать коми-язык свой личный. И об этом, конечно, нам тоже надо проводить семинары и говорить о тех ошибках, которые мы видим в речи детей, и когда к нам поступают какие-то творческие работы. Ну и, конечно, когда мы смотрим видеоматериалы, мы видим эти ошибки в речи педагога, потому что это понятно, откуда эти ошибки у ребенка появляются. Он же не просто трансформирует слова, он еще и как бы приходит к какому-то заключению, так ведь? То есть любые ошибки, они должны отрабатываться педагогом. И поэтому вот именно красота языка, чистота языка, многообразие, разнообразие языка, это, конечно же, задача, над которой лаборатория в будущем будет работать. По идее, все наши методические материалы, они как раз и направлены на то, чтобы воспитатель, пользуясь этими готовыми сценариями, мог формировать правильность своей речи. На коми-языке имеется в виду. И, конечно, поэтому нас вот и удручает, что имеются рукописи многих пособий по разным образовательным областям, а они лежат в рукописях и не доходят до педагога. Но надеемся, что потихонечку, конечно же, эта ситуация будет исправляться, и в этом году уже она начинает исправляться. Я хочу еще сказать вот о чем, что на сегодняшний день позиция Министерства просвещения Российской Федерации такова: всемерно поддерживать и сохранять родные языки регионов. И, в общем-то, они даже каким-то образом имеют такое вот как бы желание договориться Рособнадзора для того, чтобы управление по надзору и контролю образованием вот как раз имели вот такую позицию, какую сегодня высказала нам Людмила Витальевна. Всемерно поддерживать языки, помогать образовательным организациям, управлениям образования, опять же, находить вот правильный путь для того, чтобы язык сохранялся. И вы сегодня эту позицию услышали, так ведь? В выступлениях всех наших должностных лиц, и это очень радует. Ну и на будущее, конечно же, уважаемые коллеги, ну и хотелось бы, во-первых, от всего сердца поблагодарить за сегодняшнее участие в нашем круглом столе, за ваше стремление как бы работать сообща и выполнять вот такую очень важную миссию, которая очень дорогая и ценна для нашего народа, для коми-народа, именно находить пути для развития, сохранения коми-языка, начиная с дошкольного образования. Ну и, конечно, очень важную проблему мы сегодня подняли, это работа с родителями. То есть вот это два направления, которые должны вестись параллельно. На будущее, конечно, у нас в лаборатории планируется проведение различных, опять же, семинаров и летней школы игропедагогики «Джолюк-Малышок». Если будет, у нас мы подали заявку на грант, если этот грант будет получен, то мы опять намерены проводить эту летнюю школу на базе этнокультурного парка в селе Сыктывкарского района. Там нам понравилось в прошлом году, очень комфортно, в общем-то. И надеюсь, что поддержка со стороны наших специалистов будет оказана. Я имею в виду Евгению Ивановну Пантелееву, которая сегодня тоже на нашем круглом столе присутствует, но ничего не высказала и руку не поднимала. Хотели бы вы высказаться? И, конечно, очень важным направлением работы нашей лаборатории является это подготовка, конечно же, новых рукописей, новых пособий. И вот получили мы сегодня предложение о проведении мониторинга для того, чтобы изучить все-таки ситуацию с языком в дошкольном образовании, которая, в общем-то, на сегодняшний день имеется в Республике Коми. Потому что Наталья Николаевна, например, нам высказала одни цифры, по Арисме получили мы совершенно другие цифры. То есть вот Арисма, она как бы
не показывает реальную ситуацию, которая есть. Необходимо создать какую-то другую. Если только пальма идет, там нету других Есть там все есть, просто там надо содержание переработать. Уважаемые коллеги, можно здесь прокомментировать? Но я хотела бы, конечно, от лица Министерства образования поблагодарить Зою Васильевну И сотрудников лаборатории, нас немного. за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие двуязычия в Республике Коми, как языка и этнокультурного образования детей. Действительно, Зоя Васильевна и сотрудники лаборатории сделали за это время очень многое. И для того, чтобы наша языковая культура и вообще этнокультурное образование дошколят было на уровне, сделано очень много. Я уже Сделано много, результаты все хуже и хуже. Дело в том, что результат у нас не хуже. У нас в Коми Республике живут и работают в дошкольных образовательных организациях люди, которые заинтересованы в поддержке коми языка и развитии этнокультурного образования. Начиная со своей методической работы, когда я работала еще здесь в Институте развития образования, я проездила всю республику. И я эту заинтересованность видела воочию, видела, чем живут дошкольные образовательные организации, какие уголки созданы в детских садах, как идет развитие детей. И почему складывается такая ситуация, что у нас идет тенденция к уменьшению, здесь бы я хотела обратиться к управлениям образования, к руководителям управления образования, к дошкольным образовательным организациям, когда они работают в этой системе, автоматизированной системе учета детей, АРИСМа, да, на полноту, объективность тех данных, которые вводятся в эту систему. Может даже дело и не в том, что у нас идет тенденция уменьшения, да, у нас идет большой отток с Коми Республики, идет миграция населения, люди выезжают, особенно с северной территории. Но это один момент. Но достоверность тех цифр, которые вводятся в эту систему АРИСМа, должна вся ответственность, уважаемые руководители, лежать только на вас. Почему? Потому что от вашей достоверности фактов зависит та выгрузка, которую мы владеем. И еще раз вот на это я хочу, чтобы вы обратили внимание. Насколько будет правдоподобна ваша цифра, настолько будет правдоподобна наша аналитика, Зоя Васильевна. Но и с другой стороны, я хотела бы отметить, что у нас за 10 лет динамика уменьшения количества дошкольных образовательных организаций идет. И как в части закрытия дошкольных образовательных организаций, так и в части реорганизации. Это не говорит о том, что количество воспитанников у нас уменьшается. У нас оно держится на уровне последних десятилетий где-то, 5 лет точно, это на уровне 58-60 тысяч детей. Поэтому контингент не уменьшается, а вот почему-то, когда мы заносим свои данные в эту автоматизированную систему, у нас получаются немножко не такие цифры, какие хотелось бы на самом деле. Вот, это первое. И второе, большая роль, еще раз хочу подчеркнуть, на вас лежит эта просветительская работа. Потому что мы, работая в министерстве, регулируем эту ситуацию как на уровне исполнительной, потому что мы не законодательная база, а исполнительный орган исполнительной власти. А вы должны на своих местах регулировать этот процесс, поскольку нормативно-правовое обеспечение, так скажем, языкового образования у нас уже и в законе об образовании внесены изменения, и в правилах приема в дошкольную образовательную организацию. Нам только с вами надо грамотно все это выстроить. Как в оформлении заявления в дошкольную образовательную организацию, так и в просветительской работе среди родителей. Поэтому на вас, уважаемые коллеги, лежит большая ответственность, как мы дальше будем работать. И Министерство просвещения Российской Федерации действительно заинтересовано, внеся изменения в эту нормативно-правовую базу, в эти нормативно-правовые документы, поддерживает язык, какой бы то ни было, и, так скажем, пропагандирует сохранность языка
во всех субъектах Российской Федерации. Так что просим, уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, какие еще есть вопросы? И, может быть, кто-то очень хочет выступить, и если не выскажется сегодня, то потом будет ночь не спать. Да. Но выйдите тогда сюда, пожалуйста. Давайте я скажу. Ну, давайте, представьтесь. Вас не будут видеть. Я воспитатель педагог. Мне очень интересно. У нас такая большая республика, такая богатая, наш прекрасный город. Но я смотрю, сколько тут присутствующих. Не самой, как педагог, очень интересно. Сколько тут руководителей, старших воспитателей присутствует на нашем круглом столе. Все-таки есть у нас педагоги-патриоты, но их тоже надо поддерживать. Это в основном зависит от руководителей и методистов. Вы из какого детского сада? Я 117. 117 у нас передовые. А на Морозова или 18? Не, я не говорю, что мой детский сад у нас прекрасный, но я смотрю, вот говорят, я слушаю, все статистика уменьшается, да, вот двуязычие, а все-таки, чтобы руководители тоже присутствовали, чтобы жили этим, тогда, наверное, будет результат еще лучше. Ну, руководители детских садов, где у нас достаточно углубленно. Сегодня же не обязательно нужно, чтобы все руководители были. У них на совещаниях руководители поднимаются эти вопросы. Ну, нас радует, что онлайн подключившихся у нас достаточно много. Вот я озвучивала цифру, почти 80 человек со всей республики, потому что действительно не все могут присутствовать. Мы специально сделали этот круглый стол как бы в то время, когда проходит республиканский конкурс «Воспитатель года». И я очень рада, что у нас присутствуют тут наши дальние районы, а то бы они, может, тоже не смогли бы приехать на 2 часа на круглый стол. А сегодня они все-таки присутствуют. И я думаю, что вопросы, которые поднимались на круглом столе, они были такие достаточно актуальными. И информация, которую вы получили, она все-таки была полезной? Это нужный круглый стол или пустая трата времени? Мы свою родину, и мы хотим общаться, и слышать везде свой язык, конечно, нужно. Ну хорошо. Я вот еще хотела, мы обсуждали в нашей лаборатории вот такой вот вопрос. Может быть, нам стоит в институте организовать постоянно действующий семинар, который будет проводиться 1 раз в месяц, ну хотя бы на час, на полтора. То есть он, конечно, будет бесплатным, но мы будем как раз вот поднимать те насущные вопросы по методике обучения коми-языку. Потому что очень много педагогов, которые начали работу по этому направлению, но однако они не имеют специальных каких-то знаний, потому что не обучались в колледже на спецкурсах, и, в общем-то, не проходили курсы. Ну и, конечно, кроме этого семинара, конечно, я надеюсь, что на те курсы, которые объявляются у нас в институте, тоже будут желающие приходить. Вот буквально на той неделе у нас было объявление о курсах по методике обучения коми-языку, по этнокультурному образованию, набрали только 7 человек. Может быть, это связано было с какими-то другими вопросами, но, в общем-то, интерес тоже теряется. Вот дистанционные, я против проведения дистанционных курсов по языку, потому что здесь очень важна практика. Здесь практика важна. Мы все-таки во время... Веб-семинары. Мы здесь во время курсов проводим практику, практические занятия. Воспитатели сами в форме деловой игры пробуют многие приемы. Затем мы все-таки выезжаем в разные детские сады, показываем работу уже, скажем так, ту, которая в естественной обстановке проходит. Я все-таки уверена в том, что эффективность дистанционных курсов, она все-таки невысока. Я не согласна с тем, что во время дистанционных курсов, я сама тоже участвую во всех процессах, что там формируются какие-то новые компетентностные качества. Очень сложно. Это вроде как бы такой вот
общего развития только происходит. Общего развития немножечко себя как бы кругозор, скажем так, расширить. Я не знаю, как Евгения Ивановна с этим согласится. Но для языковых курсов обязательно важно вот присутствие и общение с педагогом. Так ведь? Так что вот поэтому это очень важно. Зоя Васильевна, я думаю, что раз в месяц ты должен публикации или семинары устраивать. Но люди не смогут ездить каждый Нет, месяц. мы, конечно, объявим вот такой вот семинар, куда могут подъезжать у нас педагоги из Сыктывкара и Сыктывдинского района ближайших, ну и будем подключать, конечно, еще вебинар, да, онлайн-трансляцию. Все правильно. И затем в дальнейшем выйдем, конечно, и на такие практические какие-то занятия наших опытных педагогов, чтобы проводить мастер-классы во время вот этих вот наших встреч. Я думаю, чтобы вот такое вот общение, оно было регулярным. Так ведь? Обязательно. Школа передового опыта, как было раньше. Школа передового опыта. Ну и в завершение нашего круглого стола я хочу вам сказать, во-первых, хочу поблагодарить сотрудников лаборатории Ларису Геннадьевну Кулышеву, Ирину Александровну Симкину, где-то она у нас сидит тоже, за вот такую вот хорошую продуктивную работу в подготовке круглого стола. Вроде бы мероприятие проходит в течение 2 часов, но подготовка к нему всегда колоссальная, это вы сами знаете, да, вроде бы она такая незаметная, но занимает достаточно много сил и, в общем-то, времени. Вот. Ну и, конечно, от души благодарю всех, кто принял участие в круглом столе, наших участников по онлайн-трансляции, членов и участников нашего республиканского методического объединения. И желаю успехов в будущем. Я думаю, что самое главное, что мы вывели из нашего круглого стола, это, конечно же, повышать свое национальное самосознание. Конечно же, надо действительно как-то укреплять свой личностный какой-то вот такой стержень. И как бы мы вот приходим к такому решению, что работа с родителями в правильном направлении, она, конечно, позволит сохранить язык в дошкольном образовании, ну а педагогам, конечно, повышая свою профессиональную компетентность, расширяя и как бы формируя родной язык, конечно, позволит как бы всю эту работу проводить очень качественно. Спасибо всем за участие. Спасибо.